Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня понедельник, тяжелый день, как говорится. Устала я и присела на диван. Кирилл в школе, младшего тоже отвезла в школу. Скоро Кирилл уже придет из школы, а младшего вечером заберем. И заодно на горке покатаются дети. А я постою, померзну немножко. Буду ждать их. Вот такая моя доля. Сегодня у нас на улице 23 градуса. Морозно, ветра нет. Холодно, а воздух свежий. Когда ветра нет, очень хорошо. Скоро Новый год. Что вы делаете? Как вы готовитесь к Новому году? Какие подарки вы сделаете? Я скоро тоже ответный подарок Любаше отправлю на этой неделе. А вот пришел мой старшенький. Всем привет! Замерз. Почему без шарфа? А? Тепло, нормально. Откуда тепло? 23 градуса сегодня. Нельзя так вот здесь простудишь. Плохо будет. Надо шапку хорошую одевать. Ладно. Теплую. И шарф обязательно. Хорошо? Да. Иди раздевайся, я тебя буду кормить. Ладно. Нас ждет сюрприз. Да? Да. Интересно. Как учеба? Нормально? Мне двойку принес или пятерку? Четверку. Четверку? Ну ладно, и четверка мне пойдет. А мы пока ничего не готовимся. Но набрала немножко продуктов, консервации только. Я никогда не мечтаю, не гадаю, что я буду готовить на Новый год. Например, завтра Новый год, я с вечера начинаю что-то готовить. Да и что закажут мне мои мальчики. Перед Новым годом всегда Юля с Салаватом с детьми приходят поздравлять, в бане искупаются, потом идут домой. В этом году не знаю, как будет, а может их и свахи пригласят в баню, не знаю я еще. Пока не будем гадать, что будет, то будет. Самое главное встретить Новый год хорошо, благополучно, удачно, с радостью. Подарки я еще никому не готовила. Даже не знаю, что мальчикам подарить, у них все есть. Спрашиваю, Дедушка Мороз, что должен вам принести в этом году? Не знаю. Но я тоже не знаю даже что. В этом году я решила себе подарить кое-что. Хороший подарок. Сейчас мы с вами посмотрим. Но это не реклама. Не думайте, что это реклама. У меня очень летом много фруктов, очень много овощей. Весь морозильник я забиваю. Мясо класть некуда. У меня 2 морозильника, а морозильник не хватает. Догадайтесь, что я решила себе купить. Сейчас я вам покажу. Вот какой подарок я сделала себе на Новый год. Сейчас посмотрим. Фирма Оберхоф. Мамочка, я вам помогу. Ага, спасибо. Ой. Это дегидратор фирмы Оберхоф. Овощесушилка. Овощесушилка БА-53. Сейчас посмотрим. Месяц назад я была у одной женщины, и ей дети подарили такой же дегидратор и такой же фирмы. У нее летом был юбилей, и она мне дала в гостиниц пластилон. Насушила она много фруктов, земляники, смородину, вишни много. Я спрашиваю, где ты и когда ты успеваешь? Она говорит, а что мне не успевать? У меня есть же специальная овощесушилка. И она мне показала. И я удивилась и взяла адрес. Решила заказать. Вот тут книжка, руководство для пользователя. Будем изучать. Гарантийный талон даже есть. Еще есть сборник рецептов для дегидратора. Он красота какая. И банки нарисованы. Сушеные овощи, фрукты здесь. У меня летом много ягод бывает. Землянику я собираю. Пастилу делать на улице. У нас очень много мух. Вот здесь решетки. Противни. Столько много. Вот моя сушилка. Овернов. Подносы. Здесь и такая сетка есть, и такие сетки есть. Из запасных тоже много. А это что? Это многофункциональная овощерезка. Вот такой поднос с бортиком предназначен для пластилы. Вот
жидкость не потечет. А вот сетчатый поднос предназначен для трав можно, а также для мелких любимых кусочков. И мясо можно сушить, грибочков. Я очень много сушу трав. Когда я на улице сушу, ягоды, там травы. У нас в деревне много мух, и как-то чем бы ни накрывала, но все равно сушка не та. То мышь пробежит, то еще что-то там. А тут все закрыто. Определенная температура. Мухам здесь пропуска нет. А через стекло все видно. Ставится время. Прибавляется. Убавляется. Здесь включается. А здесь руководство по сушке. Сколько, при какой температуре можно сушить. Очень удобная вещь. В сушилке даже можно сушить мучные изделия. Лапшу домашнюю, например. Я нарезаю много лапши, сушу. Целое ведро у меня получается. В этой сушилке оверхов можно сушить здесь. Очень классно. Высушится моя домашняя лапша. Здесь можно сушить также разные сухари разными вкусами. Хорошая сушилка. Следующее лето буду сушить все. Разные травы, листья смородины, малины, ягоды, фруктов. Можно сушить землянику. У меня в морозильнике очень много места занимает фрукты замороженные. Иногда мясо класть некуда. Такое бывает. Хотя 2 морозильника у меня больших. Эта сушилка мне кстати. Здесь указана пометка, как включить, как подготовить сушилку к работе, как ухаживать, все указано. Я вот хочу делать пастилу. Здесь у меня яблоки. Я пропустила через блендер. Я делала яблочное пюре. Вот таких крупных яблок. Там любой можно. Застилаю сплошной поднос бортиком. Надо стараться только равномерно. Поднос намазала чуть-чуть подсолнечным маслом. И пропустила еще киви. Тоже хочу попробовать. Запах такой вкусный-вкусный. Я мечтала, конечно, о такой сушилке, но я не представляла, что настолько удобно и что еще подарок овощерезка. Книга рецептов тоже класс. Там много всего написано. Надо мне время найти, изучить, все можно делать. Летом у нас очень много смородины, клубника, малина. Вот малину надо сушить. Хорошо будет при простуде заварить чай пить. Шиповник можно собирать. Травы разные. Здесь без пыли. В одном режиме сушатся без мух. Здесь сушатся без пыли травы. Вот яблочную пастилу. Поставим сюда. Пастилу из киви. Тоже вот сюда. Здесь у меня сушатся киви. А здесь у меня сушится банан. А здесь у меня сушатся яблоки. Можно поставить любой режим. В книге рецептов все указано. У каждого разные режимы. А там внутри работает вентилятор. Просто идет теплый воздух. Для фруктов такие сеточки. Подносы. А вот такие подносы для ягод. Для мелких овощей. А сейчас я буду резать зелень и сушить. Такой аромат укропа. Тоже буду сушить здесь же. Все буквально можно сушить, все, что захотите. А теперь попробую сушить перец красный. Перец сочный, запах ароматный. Такую сушилку можно кому-нибудь на свадьбу молодым подарить.
на юбилей, на день рождения. У нас в деревне обычно во много. Свой участок, все растет, в лесу что-то растет, грибы можно собирать и сушить. Столько земляники у меня в морозильнике лежит. Вишни, зелень. А так можно сушить все равно. Витамины сохранится. За то, что в одном и том же режиме температуры сушатся, тоже хорошо. Хорошо досушишь, никакой плесени не будет и не испортится. Можно хранить в баночках. В сушилке у Вернов можно даже тесто поставить дрожжевое, чтобы поднялся. Как аппетитно выглядит. Да. А здесь банан сушится. А это пастила, овощи, зелень. А запах какой вкусный. Да, вкусный запах. А мы будем всегда так сушить? Ну, конечно. Теперь уже видишь, что приобрели? Но тогда нам потребуется много ягод. Будем собирать летом. Да. Давай, закроем. Это овощерезка. Вот здесь с присосками. Вот и не двигается. Вот. Это у меня мелкая терка. А это крупная терка была. Тут разные ножи и фигурные есть. Для пюре есть. Очень удобная вещь. Мне нравится. Это мелкая. Снимается контейнер. Такую мелкую морковку я кладу в суп, когда варю домашнюю лапшу. Нож тоже хорошо чистит. Легко, удобно. Лезвие хорошее. Укроп у нас высох. Яблоки сушатся от 7 до 10 часов. Пастила киви. Рановато еще. А киви высохли. Очень вкусно. Чуть-чуть подержу все равно. Здесь у нас банан. Еще не высох банан. Пока 6 часов только прошло. А сейчас я вам покажу, как я высушила пастилу и все остальные фрукты. Вот моя вчерашняя пастила с яблоком. Яблочная пастила высохнет от 7 до 15 часов. У меня пастила высохла за 9 часов. А эту пастилу я делала из киви вчера. При вас я делала. Посмотрите, она тоненькая. Вот столько пастилы я сделала за ночь. Вечером поставила определенное время. Проснулась. Проработав определенное время, у меня сушилка Оберхоф остановился, и я утром вытащила сейчас. Для интереса я сушила сладкий перец. Запах сохранился. Цвет тоже. И вкус перца тоже сохранился. А здесь я красные свои яблоки сушила. Вот из этих яблок тоже хорошо высохли. Попробовала сушить немножко зелени. Аромат укропа сохранился. Цвет тоже, вы видите, тоже сохранился. Вкус банана сохранился. Цвет, конечно, потемнел. Все равно мне нравится. Тоже попробовала сушить киви. Тоже вкус сохранился. Я буду чай пить вместо конфет и варенья, потому что мне нельзя сладкого. Я и малину попробовала немножко. У меня в морозильнике тоже протертая малина была. Всего маленько я попробовала. Мне очень понравилось. Я показываю вам свой результат. Мне, конечно, вас всех, мои любимые подписчики, хочется угостить, но не получается никак. А здесь у меня сушится морковь. Тоже мне захотелось попробовать сушить морковь. Уже высыхает. А здесь у меня остатки хлеба. Черный хлеб я покупаю для себя, а что пеку, кушают дети. Вот они. Белые остаются. Я обычно их сушу и весной с простоквашей намешаю цыплятам. Вот и все. Слышите шум? Чуть-чуть шум. Я даже толком и не слышу. Я своей сушилкой Оберхоф
Довольно. Теперь я не буду свой морозильник переполнять. Этот подарок у меня мечта моя. Пару лет тому назад я себе купила вот такую круглую сушилку. Я думала, она хорошая. Там я могла только травы сушить, а зелень я не смогла, потому что там сетки большие, а благодаря этой сетке я могу сушить и мелкие ягоды. А благодаря этой сетке я могу сушить все травы, которые полезны. Могу сушить фрукты, овощи, вялить рыбу, мясо. Время ставится, прибавляется, убавляется. Здесь включается. А здесь руководство по сушке. Сколько, при какой температуре можно сушить. Очень удобная вещь. За ваши просмотры мне YouTube начисляет зарплату. Вот на эту зарплату я решила приобрести сушилку. А вы знаете, этот подарок не только от себя купила. Этот подарок у меня еще от вас. Будем считать, что это счетная сушилка, дегидратор B53, ваш подарок мне на Новый год. Ведь это куплено за ваши просмотры. Спасибо вам, мои любимые подписчики, мои зрители моего канала. Низкий вам поклон. С наступающим праздником вас! Желаю вам самое главное здоровья, семейного благополучия, уважения друг к другу. Любите, будьте любимы, уважайте друг друга, берегите друг друга. Желаю вам всех благ. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.